2,5 миллиарда рублей выудили мошенники у жителей Башкортостана только в этом 2024 году. Каким образом злоумышленникам удается обмануть людей? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Максим Родионов, начальник отдела информации и связи с общественностью МВД по Республике Башкортостан. На студии. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня мы озвучили такую страшную цифру, но на самом деле она большая, в голове не укладывается. 2,5 миллиарда рублей – это те деньги, которые, к сожалению, удалось выудить мошенникам. Да, в среднем полиция регистрирует ущерб на сумму от 9 до 10 миллионов рублей. Это только в сутки. Бывают, конечно, дни, когда сумма это меньше, но средняя сумма примерно такая. И в основном эта сумма складывается из тех денег, которые люди под диктовку мошенников берут в кредит. Максим Владимирович, ну вот вроде бы мы об этом так много говорим. Вот отовсюду говорят о том, что это мошенники, спрашивать и так далее. Но как удается провести, вот за счет чего люди идут и оформляют, даже не свои деньги накопленные, а еще и кредиты оформляют? Да, и здесь еще надо сказать, что они, когда оформляют кредит, они обманывают сотрудников банка, которые спрашивают, для чего вы берете эти деньги. Иногда некоторые клиенты заполняют опросники специальные, смысл которых сводится к тому, чтобы понять, не является ли клиент жертвой мошенников. Но мошенники, они убеждают, что нужно соврать сотруднику банка и сказать, например, что кредит он берет на какие-то другие нужды. Хотя на самом деле обычно это как раз схема сохранения денежных средств на неком безопасном счете. Что хочу сказать, мы не устаем повторять людям про то, что ни в коем случае не стоит теряться, если вам позвонили люди и угрожают, например, уголовным делом, представляются сотрудниками ФСБ, МВД, прокуратуры, госуслуг, операторами сотовой связи. То есть предлогов совершенно огромное количество этих предлогов для того, чтобы у человека выудить деньги. Но их суть всегда сводится к простым психологическим приемам. Первое – это напугать человека, чтобы человек зашел в состояние паники. Второй момент – это дать ему мало времени на раздумье, что действовать нужно прямо сейчас. И третье – ни в коем случае мошенники стараются не допускать, чтобы человек общался с кем-то и советовался перед принятием решения. Поэтому мы всегда говорим, если вам позвонил человек, представился сотрудником правоохранительных органов, какой-то государственной организации и начал у вас что-то выяснять, положите трубку. Даже если номер, который у вас высветился, он действительно принадлежит этой организации, откуда поступил звонок, помните, что жулики могут использовать подменные номера. Вы положите трубку и наберите сами этот же номер, просто перезвоните на него. И тогда ваш телефон выйдет на реального сотрудника в реальном кабинете, который ответит вам, что он никогда вам не звонил. Отдельно хочу сказать, очень часто сейчас у нас мошенничество встречается, это продление действия договора на сим-карту. Здесь жертвами не только пенсионеры, но и люди достаточно молодые попадаются. Якобы, значит, сим-карта перестает действовать через некоторое время, и вам нужно продлить ваш договор. А в дальнейшем, просто уже по ходу беседы у человека получают доступ к его онлайн-банку или убеждают, что его денежные средства находятся в опасности, потому что вот при манипуляции со счетом видно, что кто-то пытается оформить якобы кредит. То есть смысл действий мошенников в том, чтобы получить доступ к вашим деньгам. Это всегда так. И простые психологические приемы, они зачастую срабатывают, к сожалению. Хочу попросить наших зрителей, напомните, если вам позвонил неизвестный человек, неизвестный номер, ни в коем случае не переводите деньги, кем бы он ни представлялся. Ни в коем случае не совершайте денежных манипуляций с вашим счетом и не берите кредиты. Посоветуйтесь с вашими близкими и родными. Ни в коем случае не принимайте скоропалительных решений. Но есть же еще и какие-то меры принимаются. Можно, например, с 25 июля действует закон, который притормаживает перевод денег, если на какой-то счет, который был до этого замечен уже из черного списка, скажем так. Вот какие есть средства защиты? Может быть, можно что-то сделать для того, чтобы, если уж поддался этой манипуляции, но эти деньги с твоего счета не уйдут? Денежные средства
если человек перечислил свои денежные средства, то и понял, что он стал жертвой мошенников, необходимо срочно идти в банк, значит, просить, чтобы остановили транзакцию и немедленно сообщать об этом в полицию, так как сотрудники органов внутренних дел также, значит, имеют возможность выходить на связь с банками. И у нас есть примеры, когда жертва, быстро сориентировавшись, мы останавливали вместе с банками эти транзакции. И если не все, то хотя бы часть денег она возвращалась клиенту. А то, что вы говорите о законе от 25 июля, который начал действовать, работа идет по базам данных. Если счет или телефон аферистов уже имеется в базе данных, то банк действительно он не пропустит такую транзакцию. Но не всегда люди, которые стали жертвами мошенников и которые поняли, что они попались на эту мошенническую схему, не всегда идут и сообщают об этом в отдел полиции. Куда бы то ни было. Многим стыдно. Что скажете? У нас очень много заявлений. Потому что люди ведь теряют не только сбережения, они еще и остаются с большими кредитами. Поэтому мало кто из жертв действительно остается с этой бедой один на один. Многие из них узнают о том, что они стали жертвой, только после того, как рассказали об этом кому-то из своих близких. Например, у нас есть ситуация, когда дедушка перевел 1 000 000 рублей аферистам, а вечером к нему пришел сын. Отец рассказал про эту историю, что вот ему звонили, он перевел деньги на безопасный счет. Сын сообразил, что это мошенники, и они пошли писать заявление. То есть, на самом деле, здесь никто из жертв обычно не остается один на один. Но другое дело, что некоторым людям просто не с кем поговорить. Это в основной массе пенсионеры и люди, которые работают удаленно. То есть, они совершают действия онлайн, берут кредит онлайн переводят денежные средства на эти некие безопасные счета, которых на самом деле не существует. И пенсионеры, которые переводят мошенникам свои сбережения, и некоторые из них не говорят своим родным, что у них вот есть какая-то солидная сумма на счете. К сожалению, так. Но еще есть такое понятие, часто сейчас встречаются дроперы. Да? Вот кто дроперы и чем они опасны? Дропер – это человек, который участвует в схеме мошеннической и создает систему, при которой банковские карты, банковские счета аккумулируются у кого-то одного, и через эти банковские счета реально существующих лиц прогоняются денежные средства, полученные от аферистов. У нас, например, в этом году уже был задержан молодой человек, родом с Украины, который учился в одном из колледжей города Уфы. Он создал такую сетку дроперов. Что он сделал? То есть он платил небольшую, по предварительным данным, он платил небольшую сумму своим знакомым за то, что использовал их банковские карты, их банковские счета. И через эти банковские счета прогонялись деньги. Потом они аккумулировались и направлялись уже за рубеж. Опасность в чем? В эту схему обычно вовлекаются школьники, студенты, то есть те, у кого есть уже банковская карта, кто хочет, например, получить какой-то дополнительный доход. Некоторые молодые люди, у нас есть примеры, когда они прям получают банковскую карту в банке уже с намерением, то, что они ее продадут за какую-то сумму. Здесь надо помнить, что, во-первых, люди, участвующие в схеме мошенников, они тоже будут привлекаться к ответственности, они уже привлекаются. Второе, не стоит забывать, что ущерб, причиненный потерпевшим, может быть по решению суда, возмещение наложено также и на участника дроперской схемы. То есть условный школьник, который передал свою карту или доступ к онлайн-счету банковской карты таким дроперам, получает за это либо какую-то небольшую сумму, он, естественно, не будет сам выплачивать, но эти деньги будут выплачивать его родители. А там сумма, которая проходит через счета, достигает до нескольких миллионов рублей. То есть здесь необходимо что? Родителям поработать со своими детьми, предупредить их о том, чтобы они ни в коем случае никогда никому не давали доступ к своим банковским счетам.
Потому что, опять же, не стоит забывать, молодой человек будет потом устраиваться на работу, получать зарплату на банковскую карту. Но вот эта негативная история, она останется в истории его отношений с банком. Максим Владимирович, если вот резюмировать наш сегодняшний разговор, я понимаю, что интервью может длиться очень долго, но время эфира ограничено. Вот самое главное сейчас, вот что бы вы сказали нашим телезрителям, как избежать эту мошенническую схему, как не попасться в ловушку мошенников? Схема простая. Позвонил незнакомый номер, если вы не общаетесь по незнакомым номерам, просто не берите трубку. Если вам в мессенджере поступают звонки или какие-то предложения, угрозы, тоже ни в коем случае не стоит на это реагировать. Если вы не знаете, как поступить, вы можете всегда позвонить по телефону доверия МВД Республики Башкортостан. Он круглосуточный, там дежурит оператор, 279 32 92. Обратиться в ближайшее отделение полиции в 02 112. Ну и самый тоже еще способ – это поговорить с кем-то из ваших знакомых, близких, коллег, соседей. То есть не оставаться с этим звонком неизвестного один на один. И если уж вы взяли трубку, и вы понимаете, что это аферисты, ни в коем случае не стоит вступать с ними в диалог. Положите трубку. Не надо никогда, вот как сейчас некоторые молодые люди, они говорят, я их буду троллить. Не надо. Таким образом вы даете информацию о себе, о своей манере общения, о своем голосе. Все-таки уже встречаются примеры, когда используются голосовые данные человека для создания так называемых дипфейков. То есть поддельных голосовых сообщений и поддельных поддельных видеоизображений. Не стоит давать жуликам сырье для того, чтобы они в дальнейшем использовали. Вот. Берегите свои данные персональные. Ни в коем случае не передавайте данные своих банковских карт. Это, наверное, основные способы сохранения своих денег и своей безопасности. Максим Владимирович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как обезопасить себя от действий мошенников. Самое главное, что никогда с ними нельзя оставаться наедине. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.